В медиацентре гимназии номер 2 «Дети в кадре» кипит творческий процесс. Ребята готовят новый выпуск, выставляют свет, камеру, ведущий повторяет стендап. Необходимо работать быстро, пока идет перемена. Занятия в телестудии – не повод прогуливать уроки. Всем здравствуйте, с вами я, ведущая София и «Дети в кадре». Сегодня я расскажу про акцию «Хлебная кормушка для северных птиц». Ну что, готовы посмотреть? Пока София работает в кадре, за камерой съемочный процесс контролирует оператор и монтажер центра Евгения Лозова. Женя монтировала видео еще тогда, когда никакой студии в гимназии не было. Да что студии, тогда еще и среди подростков позиционирование себя на интернет-площадках не вошло в тренд. Девочка начинала с эдитов в ТикТоке, и они залетали. Сегодня у юного профессионала остается время только на работу в медиацентре, но и тут творческих идей более чем достаточно. Я работаю в студии «Дети в кадре» и делаю видеоконтент от идеи до финального монтажа. Мне нравится придумывать сюжеты и смотреть, как кадры складываются в историю. Приятно работать в небольшой команде, где все помогают друг другу. Особенно радует, когда нашим роликам положительно реагируют зрители. Эта работа дает мне новые навыки и приносит удовольствие. Мария Захарчук присоединилась к коллективу медиацентра 2 года назад. С самого открытия она наблюдала за работой школьной студии. Очень хотела попробовать себя в роли корреспондента, рассказывать про жизнь школы. И когда окунулась в творческий процесс, поняла, что это действительно ее. В проекте «Дети в кадре» я реализую себя как корреспондент, так и фотограф. Благодаря большому опыту публичных выступлений я не боюсь говорить на камеру и чувствую себя уверенно. Частые выступления на публику помогли мне развить хорошую дикцию и харизму, что очень помогает при записи интервью. Моя работа помогает мне совмещать два таланта – умение ловить живые эмоции через камеру и мастерство ведения репортажей. В студии «Дети в кадре» всем хватает занятий. Кто-то придумывает сюжеты, кто-то берет интервью. Есть свои монтажеры и фотографы. Ученица 6 класса Яна Солнышкина еще с прошлого учебного года присматривалась к работе медиастудии. Ей очень нравилась их насыщенная жизнь. И хотя особо свободного времени у девочки нет, она решила попробовать свои силы в создании медиаконтента. Тем более, что ей есть всегда у кого спросить совет. Мама Яны – известный в городе фотограф. Мне очень нравится участвовать в разных проектах медиакоманды. Я пробовала себя в роли корреспондента и фотографа, но больше всего мне нравится фотографировать. Уверена, что с новой техникой у нас получится лучше фотки, видео, и наши работы будут круче. Медиастудия в гимназии номер 2 начала свою работу 3 года назад. Ксения Белова из числа тех ребят, кто стоял у истоков создания. Девочка тоже выбрала для себя роль корреспондента, потому что общение с разными людьми помогает повышать навыки коммуникации. Я активистка движения первых и медиастудии «Дети в кадре». И на самом деле мне очень нравится постоянно быть в движении, потому что это выход из зоны комфорта, который особо мотивирует и вдохновляет. Мы проводим различные акции, снимаем репортажи, создаем видео, пробуем себя в роли журналистов, операторов. Я очень рада быть частью нашей команды, потому что мы всегда друг друга поддерживаем, пробуем для себя что-то новое, развиваем свои навыки. Недавно мы принимали участие в конкурсе на лучшее первичное отделение и выиграли 200 тысяч рублей, которые потратили на развитие нашей медиастудии, купив камеры, оборудование, чтобы снимать более качественный видеоконтент. Я не планирую связать свою жизнь с журналистикой, но я уверена, что все навыки и знания, полученные в этой медиастудии, в будущем мне обязательно пригодятся. Конкурс, который упомянула Ксения Белова, проводился среди первичных отделений движения первых. Организация вообще очень часто проводит подобные грантовые отборы и делает все, чтобы поощрить активных детей и их наставников. А уже на что пойдет выигрыш, победитель решает сам. Гимназисты решили все направить в дело. В январе 2025 года мы решили с активистами нашей гимназии принять участие во всероссийском конкурсе «Лучшее первичное отделение». И в июне или в июле даже уже узнали результаты, и мы победили. Конечно же, мы очень обрадовались, и за счет данного конкурса мы получили 200 тысяч на реализацию наших задумок. Посоветовавшись с детьми, мы решили все-таки апгрейдить нашу медиастудию «Дети в кадре», поскольку все дети активно в ней участвуют, и на данные денежные средства было закуплено оборудование профессиональное. Это видеокамера,
стабилизатор съемки, микрофоны, которым не хватало нам, также свет. Медиацентр в гимназии номер 2 появился благодаря участию ребят в пилотном проекте «Народный бюджет в школе». Несколько лет назад им удалось защитить свою инициативу и получить деньги на приобретение базового комплекта необходимого оборудования. Но с тех пор оснащение не модернизировалось. Даже монтировали ролики ребята на своих телефонах, потому что подходящего компьютера в их студии не было. В прошлом году мама одной из учениц обратилась к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помочь в оснащении медиацентра. И просьба была услышана. Выделена сумма в 234 тысячи рублей. На эти деньги был закуплен мощный компьютер с 2 мониторами и современная радиосистема. С медиастудией «Дети в кадре» на базе гимназии номер 2 я знакома давно. Моя старшая дочь окончила обучение в этом учреждении, сейчас учится младшая, и она состоит в команде медиа данного центра. Я, как родитель, имеющий определенные навыки в медиасфере, периодически выступаю в роли наставника и лично знаю о необходимости технического оснащения студии. Именно поэтому я написала письмо обращения к президенту Российской Федерации, и сегодня мы получили радиосистему, компьютер с 2 мониторами. Нашу просьбу удовлетворили, и мы выражаем большую благодарность. С выбором и заказом оборудования ребятам помогли старшие коллеги. Техника по гранту от движения первых пришла в декабре-январе. Все закупленное на президентские деньги поступило в начале февраля. Сейчас ребята новое оборудование активно осваивают. Особую благодарность мне хотелось бы выразить, конечно же, нашему директору Еловой Наталье Витальевне и заучу Теницкому Александру Николаевичу за то, что они нас поддерживают всегда в реализации данной медиастудии. Вот и благодаря им и их поддержке также медиастудия расцветает. Детям очень нравится заниматься в данной медиастудии, и педагоги уверены, что их активность надо поощрять. Сегодня гимназисты вновь участвуют в конкурсе от движения первых. Отбор проходит среди тех первичек, кто вошел в число победителей прошлого года. Условия сложнее, но и призы весомее. Педагоги не заглядывают в будущее и не считают, что победа у них уже в кармане. Главное, говорят, чтобы подростки получали удовольствие от творческого процесса, потому что, когда работаешь в радость, то и результат получается гораздо лучше.